W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. В Костеле сегодня переживаем свято посвящения Латеранской базилики. Что это за базилика Латеранская? Христа Збавителя. Эта базилика так званая является кафедрою для кожного папы римского. Головный костел, где має право приехать молиться. Має своє місце там ответственное, и на этом месте никто не может другим пробывать, кроме Папы Римского. Подчас этой святой мши молимся за Валентина и Генриха, просячи, щоб добрий милосердний Бог одарив їх радістю життя вічного, пробачив всі провини, перепросив за наші грехи, как помогли с чистым сердцем власти эту найсвятейшую хвалу. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, вчинком и заниманием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся, Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся, Христе, смилуйся, Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся, Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Gloria in the
Dziękuję Tobie, niewielką chwały Twoją, Panie Boże, Władaro niebieski, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synie narodu Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, wielki grzeszna sobie prawdy światu, zmiłuj się nad nami. Wielki grzeszna sobie prawdy światu, przyjmaj nasze, wielki zjawisz prawa Różańca, zmiłuj się nad nami. Только святый, только Ты наш Пан, только Ты najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwają Ojca. Amen. Amen. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Молимся. Всемогутный Боже, Ты с нас, яки, як живых выбранных каменевых, судишь вечную святыню Твоей души, одаришь щедро свой костер Твоей ласкою, как верный Тебе народ становился святыней небесного Иерусалим, распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарю едности Духа Святого, Бог разум все веки вечные. Читання книги пророка Єремії. У той дні Анел вернув мене до ободу святих. И вось вытекала вода от порога святыни на восход. Золотая святыня держится на восход. А вода вытекала с-под правого боку святыни, на полдень от алтаря. И сказал мне, эта вода выходит на восходний обшар, заходит в степ и упадает в море. И потрапивши в море, оздоровится вода. И кожна жива істота, яка кишить там, куди воді поток, буде жити. І риби буде вельми шмат, бо куди увойде эта вода, все оздоровится. И там, куди увойде этот поток, буде живим все. А над потоком на березі його з гэтага і з того боку буде расти всякое древо, что дае ежу. И листья не будет нападать его, и плоды его не скончатся. И кожный месяц будет приносить новый плод, бо вода для его выходит за
будет плод его заезжий 30 веков. Это Слово Божие. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, вы будовля Божия. Я повиглядайте мне ласки Божої, як мудрий дойлід, поклав подмурок, а інший будує. Нехай кожний глядить, як будує, бо ніхто не може покласти іншого подмурку, окромя покладеного, яким есть Єсус Христос. Ці не ведаете, что вы святыня Божия, и что Божий Дух живе у вас. Коли кто зруйнує святыню Божию, того зруйнує Бог, потому что святыня Бога святая, а ёй з'являєтеся ви. Это Слово Божие. Читание Святого Евангелия по Иоанна. Наближалася юдейская Пасха, і Єсус прийшов в Єрусалим, і знайшов у святині тих, хто продавав валов, овечок і голубов, і міняли сиділи там. І зробив безум з вяровок, і повиганяв усіх со святині, а так само овечок і волов. Гроші міняв, порозсипав, а столи попереворачував. А продавцам голубов сказав: заберите гэта адсюль і не робіце дому айца моего домом гандлю. І пригадали мучні ягоные, что написано: «Хлопот, а в доме твоим
з'яднае мяне. На гэта юдэі сказалі яму ў адказ: які знак пакажаш нам, што можаш гэта рабіць? Езус сказаў ім у адказ: зруйнуйце святыню гэтую, і я за 3 дні узнесу яе. І сказалі юдэі: гэтая святыня будавалася 46 гадоў, а ты узнесеш яе за 3 дні. Казаў пра святыню цела свайго, і калі ён уваскрос з мёртвых, то вучні ягоныя успомнілі, што ён казаў пра гэта, і паверылі Пісанню і слову, якое сказаў Езус. Гэта слова Пана. У одного рольника произошла такая идея великая. Пришла буря, так мощная, что зруйновала с землей гумно, якое там стояло. Вельми это засмутило его. Наступного дня, когда эта буря прошла, вышел, плачучи, бо стратив кусок добытка своего життя. И когда так поглядел на добыток, поднял вочы вышэй и заўважыў, что перед его вачыма открылось что-то новое, новая перспектива, новый видок, які был сказаны, які был ему дадзены. Браты и сестры, это сегодняшняя Евангелие, где Иисус Христос уваходит у святыню и начинает с этой святыни выгонять по черзе усіх, кто поступает не так. Каб гэта лепей зразумець, на пачатак варта паглядзець на першае чытанне пророка Эзехія. Пророк Эзехія жыве з народом выбраным не ў Іерусаліме, а жыве на выгнанні. Іерусаліму апанавалі пагане. Святыня, якая была ў Іерусаліме знесеная, пагане таксама зруйнавалі зямлёю. І мы сёння пачулі гэты адказ, калі Jesús Христос скажа: зруйнуйте эту святыню, а я ее у 3 дні отбудую. А жиды скажут, что мы ее 46 годов отбудовываем. А раз после этого зруйнования 46 годов зашло, как отбудовать эту святыню. Пророк Эзехий у 47 разделе, який мы сегодня читаем, говорит про надею и про святыню не только тую у Иерусалиме, але так само про святыню тіла, якою з'являється кожного з нас. І тут варто сказати і поглядіти, що на початок говорить, що з цієї святині витікає вода. Вода з'являється чим? Всім, що життєм, вона оживляє вода. Маємо так само і почули у сьогоднішній читанні, що було там море. Море це було незвичайне. Море було солене. Соль що робить? Соль усе забиває, усе нищить. Там нема життя, нічого там з цієї солі не витягнеш доброго для себе, для спожитку. І цю воду, зрештою, соленую, чи можна пити? Можна попробувати, але можна отравитися так само. Спробувати ніхто не говорить, що можна. І тут є оговорка про те, чим з'являється ця святиня, про яку сьогодні ми чуємо, говорить пророк Езехій. Народ вибраний, czyli євреї, молилися завжди на вигнанні, відворачувалися в сторону Єрусалиму. Єрусалим було якраз на усход, завжди гляділи на усход. І по сьогоднішній день костьоли стараються будуватися, как глядели на усход, как это альбо перед, альбо зад глядел на усход, как он был повернутый. Чому? Бо коли усходит солнце, так это промени означает Христа, альбо Божие світло, якое продевается у святыню. Потому что пророк на это говорит: «Анёл вернул меня до уходу святыни, и вось вытекала вода от порога святыни на усход, бо тая святыня звергнута на усход, а вода вытекала з-пад правого боку святыни на поўдзень от алтара». И говорит далее: гэтая вода выходила на усход, обшар, и сыходила у степ и упадала у мора, соленое море. И написано: полная, там, где упала гэтая вода, и она оздоровляла воду. Как можно оздоровить воду? Оказывается, можно.
приплывши у мора, оздоровляла воду. Кожная живая істота, якая там була, і вона оживлялася. Чим эта вода оживляється? Оживленням. Этой водой з'являється так само сам Пан Бог, який хоче у наше життя войти. Этим мором, это соль. А соль, що маємо соленого носити? Сльози, коли плачемо. Пот, коли працюємо солений у нас, наша сила, наше намагання, наше... І Пан Бог хоче привести у наше життя, как все, что здесь, это наша тяжкость, наши слезы, наши переживания, как допомогти нам их заменить, как они принесли не только его плач и переживания для самого плача, а как они выдали якийсь тепло отповедный, как они дали якоїсь добро. Альбо в этой полтыке з нас сподівається, как так само, дякуючи этому вузілку, він принес колись комусь якоїсь добро, как оно послужило не только, что я замучился и пошел положился и повыдыхал, чтобы быть дней. Нет, але как с этого добра, якое повстає, как могли скористатися і я, і другие. Это вельми пригожа. Это вельми пригожий образ, який тут об'являє пророку Ісаю сам Пан Бог, аньол у постаті, як ми бачимо. Бо це аньол вийшов, а святий віки везе його. І написано, і кожна жива істота, яка і риба, буде вельми шмат, бо куди увойде эта вода, все оздоровится. И там, куди увойде этот поток, буде все жить. А вот и давать не только то, что у потоку в этом буде оживиться, а так само то, что будет расти по боках потоку. Коли мы возьмем докладно историчные факты городов великих, які повстают, все повстают близко речки, близко воды. Бо коли есть вода, а есть життя. Коли нема воды, ну пробуй себе утриматься. Можно сказать, что нема таких можливостей, как прожить долго без воды. Кожен из нас ведает это еще со школы, с молодших классов, что треба пить шмат воды, как иметь более-менее доброе здоровье и как свой организм очищать, а не закрывать. И будут по боках потоку расти деревья. И написано, что эти деревья будут приносить плод. Для кого? Чи сами для себя будут приносить плод? Ну нет. Дерево само свого плода не користає, і воно приносить для других. І пророк звертає, що цими плодами з'являємося ми. Ми так само ці плоди споживаємо, але так само ми і з'являємося. В який спосіб? Ну, такий спосіб, що ми десь, може, щось почуємо, щось у своєму житті змінимо, десь почуємо якесь слово Боже, якийсь приклад. І ми, може, під прикладом цим, під натхненням Божого Слова, почнемо зміняти своє життя. І хтось нам запропонує, ході сограши, ми скажемо, ні, ми не будемо цього робити. Ти завжди кажеш, а ось я починаю зміняти своє життя. Тоді буде з'являтися я плодом, з якого хтось погляне. І подумає, о, чоловік бачив, або почув Боже Слово, а з того, що ходив в костюм, або в церкву, розпочав зміняти своє життя. Czyli z'являється так само плодом, який дійсно кормить когось, як той так само змінив своє життя. І на це звертає пророк. А й маємо ми ще тут святого Павла. І святий Павел нам докладно показує, у який спосіб ми маємо жити, у який спосіб ми маємо зміняти своє життя. Ви будовля Божия, поставлена, як поводле дати мені ласки, як мудрий дойлід поклав під мурок, а інший будує. Докладно, коли ми возьмемо и будем читать это Слово Божие, тут не хватает ковалка, что Павел звертает, что мы з'являемся святыней Божией. Якая, по-перше, есть на равнине, на поле. Другая будовля, это святыня. Это два разные ступени людей. Первый ступень людей – это такие, что, не зная Пана Бога, я же говорю, Пан Бог туда так само укладает камень, как на им побудовать житё. Как это життя мело надію. Бо коли ми, люди, християне, маємо то, що повірили в Бога, що отримали Христ, то ми маємо перспективу, ми для чогось живемо. Життя наше набирає ще один смак. Ми не живемо тільки до кресика в повірі. Ми живемо так само, як открывать узнагороду за наше життя. Это и есть наша такая подія. Другая,
Це святиня якая. Хтось мог би сказати, я святий, я не потребую Пана Бога. А Пан Єсус, а святий Павло говорить, що ти так само, коли не будеш иметь подмурку, яким з'являється Єсус Христос, неважно, як ти себе лічиш, чи святим, чи понад святим, тобі і так потрібний Христос, як ти славився. Без этого ти не збавишся, без этого ти не побудуєш свою святиню, як бути добрим. І погляньте, що пише далі. Чи не ведаете, что вы святыня Божия, Господи святая, для тех, что не маете надеи на Пана Бога, и для тех, что лечите, что уже святые? Чи не ведаете, что вы являетесь святыней Божией, тому, что Божий Дух живе у вас? Коли кто зруйнує святыню Божию, того зруйнує Бог, тому что святыня Бога святая, а ёй з'являєтеся ви. І сьогодні Пан Єсус хоче нам, може, сплести такий біч з віровок. І кожному з нас этим бичом дать не для того, что нас никакая, а для того, как мы изменили наше житие. Есть такая одна святая, день тому назад мы переживали вал всех святых. Я выкопал еще одну такую святую цікавую. Я лечу, что она вельми пригожая, одна из найпригожейших святых, якая была, после Матки Божией. Як уродою своєю, пригожостю такою, на якої можна було б око завісити. Називається ця святая Малгажата з картони. Эта Малгажата святая на образах малюється, вельми часто показується з собакою. Чому з собакою? Розкажу, що відбулося. Коли вона имела там некальких годов, у неї помирає мать. Коли вона має 16-17 годов, утекає з хати, как заробить на свое життя. И начинает заробляти на свое життя своєю прихожостю. І певного разу, в эти 17 годов, вона познає одного багатого храбія, Арсеніуша. Цей багатий храбія Арсеніуш закохався в неї. І вона так само в ним. І йдуть разом і живуть у його тамака у храбовстві, в цьому домі, у Біблії, які голову. І певного разу, 9 годов, коли прожили, певного разу храбя поехал по своих справах, як завсёды на некалькі днём, оставил жонку саму заниматься господаркою, домом. И певного разу, коли она сидела, почула, что собака бреша господара. Выходит на улицу, собака господара бреша. Взял эту собака ее за сукенку и начал тянуть за собой. И она поддалась этому, пошла за собакой, куда собака едет. И коли так и шли, шла дороги прошли, пришла у леса. И у лесе под гальем, под травою нашла забитого своего мужа. Вернулась под этим натхнением, могла бы быть богатой, але не переняла ничего, чему жила без сакраменту суженства. Ну, не было право говорила такое, что богатые переходят тебе только кадыкали. Ну и постановила приехать, вернуться в отцовский дом. Батька в этой шапке познал другую женщину, уже свою жил. И она призналася батьку, что хочет повести в костел, хочет заведить свое житие, и хочет, тогда была споведь публичная, хочет публично вызнать свой грех, как вернуться в костел. Батька, коли это почув, ему это не сподобалося, бо видав, якое життя його дочка вела. И выгнал ее с дома, изгнал. И она пошла у терциарку, францишканскую, так званую, один из кирумков францишканского закона. Там склала свои обеты, и там вела потом життя свое святое, так само допомагала тим, кто имел тяжкости кисти. И померно веку 50 годов. Але навіть, забув, що про дурець сказати, певного разу вона була так пригожа, что пришла до споведника и просила, как споведник дозволил ей поменять свой выгляд, как ей дозволил стать брыдкой. Как она себе там изменила свой выгляд, как не была такой пригожей, как не изманивала никого и не спокушала до греха. А споведник, конечно, ей этого не дозволил. Померла и она в святости и сегодня является одной из святых. Хтось тебе сказав, перспектива життя ніякая. Але поглядите, про этого одну речь, про этого
мужика, якого замордовали, забили. І вона зміняє своє життя, і вона йде до Пана Бога, і вона становиться незвичайною святою. Просим, как и мы в нашем житті, може умели прийняти від Пана Бога то, що добре, і то, що древне. Бо від Пана Бога нема древнього, тільки по-людську. Від Пана Бога все з'являється добром. Бо Бог не створяє того, що з'являється злом. Бо в Святому Писанні написано, і все, що створив Бог, в день 6 написано, було вельми добре. Просим, как и мы такое добро из нашего нутра умели вынять и поделиться с другим. Аминь. Первого дня Папова и там тема Творителя неба и земли. Сына Авраама Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, верующими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога сакрального, Бога сакрального, народженного, а не створенного, одиносудного Иисуса, про якого все сталося, Бог для нас, людей, и для нашего избавления, пришел с неба, и втеловился от Духа Святого, сделал Марию и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес, подле Писания, и взошел на небо, сядет правоученица, и вновь придет к хвале, судить живых и померных, и около нас не будет конца. Верю в Духа Святого, Анна и Животворцу, який Зайца и Сына охотись, якому разом с Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял крас пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилок и життя вечного в будущем свете. Раз Ісуса Христа, який заснував на землі свій костел, как раз його всі люди змогли дойти до вечной святыни, в небе доверим Богу нашей молитвы. Молимся за святого Отца Леона, как и он с нестомной терпеливостью умацовывал веру в сердцах верников. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех отхрещенных, как они воплотились образ Твоей святыни. Телебрось. Выслухай нас, Пане. Молимся за вязнев, как отрывавши свободу, я не могли распахать водное житё. Телебрось. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, особенно способ Валентина Генрих, который милосердный Пан принял их усупольность всех святых. Телебрось. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собранных к алтаря, как мы умели прославлять Бога у святынях наших сердец. Просим. Всемогутный вечный Боже, выслухай наши молитвы и учения, как прослужение всем людям мы познали правду, а вся земля нехай наполнится песней хвалы Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, как мою и вашу являну принял Бог прийти всемогутный. на прославление и хвалу.
нас война, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Святый Боже, привет, верные дорогие, мы Тебе приносим, раз Твои сакраменты умазуй, кто святый, узносит до Тебе молитвы, и спошли Твоей ласки, яких у Тебе с довером просим, раз Христа Пана нашего. И с Духом Твоим, Гору сердце, Господи, преподобно, Дякуєм Пану Богу нашому. Он нам справедливо. Zapravdy wolna, że tej sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my zauciowi wśród Тебе składali podziaku. Panie Święty Ojcze, Всемогутny Wieczny Boże, Ty uwielbiającej dobroci Twojej przebywajesz u świętym domie modlitwie, jak zauciowy da pomagać nam Twojej łaską i budować z nas świętymi Ducha Świętego, jaka jedziaja blaskiem prawednego życia. Nasze земные святыни являются образом Kościoła Христовой Обраницы, якую Ty неспинно освячаєш, як я натішилася шматликими дітьми і разом з ними увійшла у Твою хвалу у небе. Тому з ангелами і з усіми святыми ми прославляємо Тебе разом з ними устрікаючи. Святый, 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 всемогутный, небо и земля, полные хвалы, Хосанна на вершинах, Хосанна на вершинах. Господь мой, кто приходит в имя Бога, Хосанна, Хосанна, Хосанна на вершинах, Хосанна на вершинах. Zapravdy, Boże, Ty święty, krynica wszelakiej świętości, tomu w jedności z усім Kościołem, uwierzchnię dnia, коледу средству воскрес и послал на апостола Духа Святого, про Христа просим Тебе, Всемогутный Боже. Освяти эти дары росою Духа Твоего, как яны стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе науки, взял хлеб и, подя Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom po wieczery udział kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте з его все, бо это есть кielich крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Wspominając śmierć zniosłych powstania Twojego Syna, a kieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как учит нас, скрывающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, как Костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконаливал любови разом с Папом нашим Львом, Biskupом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення,
i prosi, kto w łasce Twojej odeszł z tego światu i dozwoli mu zobaczyć światło oblicze Twojego. Prosim Ciebie, zmiłuj się nad usimi nami, aby my zasłużyli udział w życiu wiecznym, w jedności z Najświętejszej Bogorodzicą i Panną Maryją, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną, błogosławionym ojcem Bronisławem i wszystkimi świętymi, jakie jest praw wieku podawali się Tobie, aby z nimi my chwalili i prosławiali Ciebie wraz z Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Христос, Христови Христе, Tobie Boże Ojcze Wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, wся Ваша i chwała, raduj się, jaki wieczny ja. Молимся, дай Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы до Тебя ради спокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Dajcie bliźniemu znak spokoju. Ось раnek Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленный покликали я на вечеру ягоную. Как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будь оздоровлена душа.
рано. Молимся. Пане наш Боже, Ты пожадал, как Твой костел на земле был образом небесного Иерусалима. Учеников разудел в этом сакраменте, вы стали святыней Твоей ласки и увошли в Твою славу в раз Христа Пана нашего. Святого листопада в понедельник вспоминаем святого Льва Великого, папу и доктора Костела, 11-го успомин святого Мартина Турского бискупа, 12-го успомин святого Йозафата бискупа и мученика, 15-го в субботу успомин святого Альберта Великого бискупа и доктора Костела, и в наступную неделю Костел вспоминал бы Мать Божию милосердности, Мать Божией Востробрамской, иначе называется. Весь месяц листопада, 18-20, молимся за души померлых, выписанных у выпоминков. Наступная неделя, третья неделя месяца, инвестиционная, уже теперь дякую за все п'яти складенные на будову. Адорация Пана Иисуса в Найсвятейшем Сакраменте отбывается каждый день с 14 до 19. МЧС предупреждает и говорит, как мы правильно користались з електроприборів і з нагрузки в сети, как користались так само исправной техникой и осторожно поводили себя при огне, бо это наибольше причин пожара. Это мне треба было вам поинформовать, потому что я являюсь таким пожарником. Дякую за ахвярование на будову святыни, супольную и индивидуальную молитву, за спев і оправу літургічну і прибирання каплиці, так само тим, хто дежурив. Дякую так само батькам за допомогу дітям, які подрихтували тиждень тому дітей своїх на план усіх святих. У гэтым годзе прибуло аж 13 святих до нашої парафії, а в тому годзе було 17. Я ведаю, чому, мяжу закрыли, поэтому меньше приехало. Ну так, бывало, хтось певно по развитку хотел сюда приехать. С литовской стороны тут курс мяжу закрыли. А может, вам Бог им дал якусь другое задание, которое меньше з'явилося. Дякую так само молоді Михайлика за то, что провели эту встречу Павловских святых, за подготовку разных гульнев, забавов и танцев. Помолимся за тих, хто на гэтым тыдні святкує дні народження, іменини, ювілеї, хто чекає народив дітей. Помолимся за Емілію і її батьків Хростних з нагоду Хросту, за добродіїв хиродавців нашої парафії, так само нових добродіїв видавництва, Санктуарій Божої милосердності за нас кожного доручаючи, под опеку Матері Божої Твоєї оборони отдаємся. Святая Богородица, наших потребах, не отражай горение наши, не всякой злой приходы, выбавляй нас завсёды. Анна, хваленная, о Пани наша, Подруга наша, Утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас появляй, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Ну добре, что вы есть, что приходите. Сегодня анекдот вам не расскажу, можете не смеяться, и можете лишь сразу.
молитвы. Примите Божие благословение. Пан с вами. Благословляя Богу, села Божие, Отец и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у зламанні, будь нам оборони, супротився і пастор Слова Духа, покорно просить, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, сіль пекла шатана і інших злих духов, які нас убудушують на світі. Нехай буде похвалено. Нехай буде похвален найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.
И притом, я помню звук вот этой бумаги. Это потому что это не делает. Я помню, что мы говорили, что я не знала, это мое любимое. Да, давай. Это что на коммуне, да? Давай. Слушай. Потому что я пою, а если я пою громко и аккуратно, значит Ваня поет. Это как? Это я буду здесь чисто. Ну вот прикинь, вот так красиво написала. Ну, я же говорю, это же я скоро, да? А вам насколько? Сколько классных времени? Я, может, сколько поеду? Не знаю. Нет, ну это да, не специально. Это было нет, это было играть завтра с слова. Где-то они записали. Да, они записали. Записывали видео, снимать, знаешь, как